Сегодня на проверочке беспробежечка трехглазенький. Он у меня уже был на чистке ЕГР, и что-то с ним ничего не произошло, когда я чеку безопасности оттуда. В общем, кто понял, тот знает. Что я тут обнаружил? Крутой кейс Камато. Из такого интересного материала. Вот здесь на шурупах крутой кейс Камато. Посмотрим, что тут можно, сколько, как вообще. Эргономика вон как выполнена. Хоба. Ну это премиальные вот эти вот вещи делает Камато. Хоба. Все вот так вот можно положить. Какая-то пропиточка такая. Интересно. Рамочки уже готовы. Левкар. Да, Алексей рассказывал, что Ревкар. Вот, пожалуйста, радар-детектор CityGo 3. Road Git. Крутая штука. Вот. Так, Ревкар. Не реклама, но ребята двигаются. Сейчас в последнее время с ближайшими вот такие вот моменты есть. Сеточки типа органайзером уже вообще классно сделано. Внутри такое плотненькое. Вообще зачетный кейс. Леха, спасибо за обзор кейса. Тезка. Ладно. Теперь дальше. Щеточка, понятно, да? Обязательно на ворсе настоящем. Теперь вот такой вот коврик Камато. В Владивостоке я тоже у них был, в принципе, видел, парни так неплохо работают. Такой материал интересный. Какую-то вот такую вот поверхность имеет. Все четко прям он стоит, прям заподлицо. Даже если вы тут что-то прольете, прям, вот только единственное вот место маленькое. Но здесь борт вообще. Что-то залить, что-то прилить, подлить не получится, наверное. Плотный материал, классный. Камато. Рекомендую. Но у них ценник, конечно, такой. Тоже премиальный ценник. Так, беспробежечка. Ворс беленький. Ну вот есть загрязнение. Момент такой. Такие чехольчики, накидочки. Потому что салон белый. Хоба. Роняем это дело. Хоба. Здесь посмотрим, что у нас находится под пластик. Не покоцанный. Не у всех, кстати, такая, это хорошая комплектация. С хорошей комплектацией. Вот такие штучки идут. S, начиная от комплектации S. Спорт. Хоба. Ванна идет. Это 10-й год. Ванна. Здесь никаких бархоточек нету. Здесь все просто. Тоже имеются вот небольшие какие-то потертости, загрязнения. Но машина 10-го года. На дворе 23-й год. Вот. Это мы. Матовый полироль. Леха молодец. Смотрите, кто рекламирует. Ха-ха. Круто, да? Кто рекламирует, е-мое. Ванна. Смотрим ванну, снимаем. Хоба. Ванна, мат. Войлока. Приклеим. В принципе, нормально. Ванна есть. Под ванной прячется докатка, то бишь банан. Йокохама. Может, тут где-то дата написана его. Вот такой вот органайзер. Вместе я всегда подкручиваю посильнее, чтобы не болталось. Проушина. Домкрат. Видно, что его и не использовали даже. Баллонник черного цвета. И эта штучка металла цвета. Так. Смотрим. У нас какой стоит аккумулятор. Кстати, у меня такой аккумулятор есть. Если что, кому надо, обращайтесь. Родной аккумулятор 35 ампер-часов
Называется как-то там фирма Юда, что-то Юда, чудо-Юда. Имеется вот, кто, допустим, не знает, что это такое, это вентиляция. Мало ли, вдруг закипит он, чтобы он успел. Вентиляция, чтобы он, дырочка в лонжероне туда уходит. В общем, буду снимать. Посмотрим, что она из себя представляет. Батареечку лазили, не лазили. Но Алексей говорит, проверяли. Но что-то у него засвербило после моих видео. Что все равно надо продувать. Поэтому решил мне показать. В принципе, я всегда рад помочь. А на самом деле кто-то мне сказал, что я какими-то копеечными делами занимаюсь. Блин, даже с какой-то стороны плохо мне стало. Подумал, блин, как так? Занимаюсь какими-то чистками батарей, блин. Хотя мог их ремонтировать, а там уже, когда ремонтируешь, совсем другие бабки. Но как-то так. Помогаю людям. Вот. А кто-то ремонтирует. Снимаешь штаны с людей. Ну да ладно, в принципе, у каждого свое. Итак, коврики тут тоже. Фирма Авто, что-то там. Так, мне надо вот это вырубить, чтобы не горело. Все. Буду снимать батарею. В принципе, по ходу дела что-нибудь еще поснимаю. Ну, в принципе, что я могу сказать? Уже наблюдаю, что одной вот этой штучки нету. Одной вот этой пимпочки не было внизу. Она вон там, вот ее уже нету. Не знаю, куда она потерялась, но ее нету. Это раз. Так, смотрим, переворачиваем. Это Doris Style, поэтому тут никаких бархоточек нету. Здесь тоже бархоточки никакой нету. Как я видео показывал, здесь есть бархоточка, вот она. Какой-то такой материал. Типа пенофола. Самоклеющегося. Так, поехали дальше. Так, вот эту пломбочку смотрим. Почему-то всегда они порванные, вот эти пломбочки. Не знаю почему. Даже у тех, в которых не лазили. Снимаю сам. Смотрим. Раз, два, три. Да, неплохо. Так, скроем. Оба. А то бархотка есть. Так. Состояние. Отличное. Все болтики четкие. Так, по номерам. Сразу посмотрю. 23, 24, 25. 17, 18, 19, 20, 21. Ну, все по порядку идет. Родная батарея. Все четко, теперь на прибор. Так, смотрим. 2000 какой год, Леха? 11? А, я 10 всегда говорю. Контакты нормальные, менять ничего не надо. Еще четко. Четко все. По контактам все четко. Сейчас подкинем приборчик, посмотрим. Разбег какой. Все, четко. Вообще четко 2000. Ну, чуть-чуть пыли было, Лех. Алексей говорит, был в сентябре. В сентябре был и менял контакт. Чуть-чуть были закислены. Так что без пробежечки все равно надо смотреть в любом случае. Перестраховался. А почему у тебя засвербило-то? Что захотелось опять? Так посмотреть и так по батарейке. А, просто на себя посмотреть, на батареечку, погладить ее, да? Не, ну она четкая, походит, побегает. Ну все, стандартная проверка моя. 400 метров. Хоба. Сейчас мы вот эту штучку поставим. Чеку поставим. Все нормально работало.
Вот. 400 метров сейчас забег ему дадим. Последняя вот батарейка вот до тебя, которая была, 5 раз я ее по 400 пришлось прогнать. Посмотрим, сколько у тебя будет. Угу. Ну, там с 15,99 сейчас. Хоба. Ну все, 400 метров, забег пошел. Время пошло, 3 минуты. Начинаем садить с 15,70. Первый заход 3,16. 14,78. Поехали дальше. Разбег 0,37. 0,40 разбег. Возможно, будем сейчас чуть-чуть ее ковырять. Но это не точно. В общем, картина такая. Разбег 0,30. Не стал дальше садить 0,39. Ну 0,40. Самый вот минимальный упал. Это получается их по 2 человека. Ну по 2. Вот их 2. 7. Один нормальный, один вот просевший. Тут 7,30 сейчас. Тут 7,10. 20 куда-то потерялись. И еще по краям вот почему-то вот так вот стало. Не знаю, с чем связано. В общем, решили все это дело быстренько, пока необратимого процесс не пошел, их привести в порядок, тут более, как говорится, сильным поставить, и нормально будет. Есть определенная методика, которой я обучен. Вот. И батареечка будет бодро. А то всего лишь получается 400 метров пробежала, на вторую 400 метровку пошла, и все. И пипец, и двигатель запустился. На что Алексей вот и жалуется, то что сразу заводится, не идет. А хотя должна была еще пойти, потому что есть еще куда идти. 14,40 еще есть. Вот 14,07, который мы отметили. Вот он. И еще 14, 20, 14, да. Раз, два, три. Раз, два, три. 12. В общем, еще может он бегать. Еще вторую 400-метровку как минимум эта батарея может пробежать. Если она будет правильно собрана, так скажем, тусанута, туса-джуса. Очередной Prius отремонтирован, обслужен. Все четко. В общем, что? Очень хорошо катится. У него накат еще хороший, кстати. Мне очень нравится. А я, допустим, знаю заранее, вот, допустим, смотри, сейчас красный загорится. Знаешь, как тормозить? Дышка? Да. Просто газ отпускаешь и дышку, бам, она пусть сама тормозит. Говоришь, 0,33? Ну, коэффициент лобового сопротивления тут, конечно, четкий, спору нет. Едет вообще бодро, бодро едет. Прям. Кто-то скажет, почему хулиганим, да? Ну, потому что можно. Из номеров. Пока не поймали. Как этот сказал, да? Виноват не тот, кто совершил, а тот, кто попался. А что, так можно было, что ли? Но у Приуса звук классный. Почему-то. Потому что вот эти, видимо, передние колоночки все-таки делают, как стерео чувствуется. Это всего лишь радио или что это? Это телефон играет. А, Bluetooth. А так тапку в пол он шлифовать будет по-любому. Сейчас вот тогда, если мы туда поворачиваем, тапку в пол нажми. Туда? Да. Это тоже поворачивает туда. Он прямо едет. Это странно у меня. Прямо. Да, даже Здесь поворот отдельная нет. линия вообще. Да. А, тут не надо никого пропускать. Ну. Так, стоп, стоп, стоп. Я боюсь. Ладно, классная тачка. Но она четко едет, вообще четко едет. Прям как влетая стоит на дороге, да? Держит дорогу. Дорогу держит. Кто-то скажет, то, что она не едет, потому что она не орет. Люди привыкли, что машина орет. Там, да? Обороты задрались, там 5000 оборотов.
А там орет там. И поэтому думаю, то, что она едет. На самом деле это не так. Надо смотреть вон туда, на спидометр. Как он крутится.